Ну только на него так дунь только, и он упадет. Но оно стоит с микрофоном на фоне воинской части, посматривает, как бы вышли не наваляли. И он стоит так далеко и вещает он там, рассказывает, это чудо этот веер. Он говорит, все, вот издали указ, все, сейчас всех загонят боты, все. У нас образованных не будет, все будут в ботах, все, траву красить. Вот это про траву красить, ну это вообще просто бред полный. Понимаете, ну полный бред. Что значит учить не нужно? А кто должен убирать за тобой помещение? Уборщицу взять в казарму? Да, уборщицу в казарму. Ну тогда рассказываю, в американской армии, вообще в НАТО. Сейчас мальчики в памперсах ходят. Нормально. Да. Нормально, конечно. Есть рядом тумбочка, в которой у него помадка. Рядом подружка, тоже нормально, да? Ну, подружка мужчина, понятное дело. Это нормальная натовская армия. Мы приветствуем. А вы что, были в натовской армии, что вы так говорите? Ребята, если я говорю, значит, я знаю, о чем я говорю. Понятно? Чего вы смеетесь? А почему она не знает, а вы знаете? А вы не понимаете, почему? Тебе откуда знать? А вам откуда знать? Уверяю вас, ребята, нам есть где. Там уже ценностей практически не осталось. К ним пришли мусульмане. Я это не чувствую. Они со своей толерантностью теряют свои страны. Они боятся ходить. Немцы боятся находиться у себя дома. Сегодня. Французы боятся, испанцы боятся. Греки вообще будут есть слезы любить. Вот что бывает, если ты толерантен к некоторым вещам. Нужно хранить свою веру, нужно хранить свою землю, нужно хранить то, что у нас есть. Вот это надо просто запомнить, что мы живем в очень хорошей стране, в очень благоприятной стране. А рядом у нас идет война. У нас просто нет времени, я вам показала один ролик, я его всегда показываю ребятам, он очень показательный. Да, там песня, клип, но это реальные съемки. Как это страшно, когда война. Мы просто не понимаем этого, понимаете? Тебе кажется, что вот, да не может быть. Ну, на Украине тоже думали, да не может быть. На Донбассе тоже думали, да быть такого не может. Они строили дома, они строили там, ну как, это все для детей, для внуков, для правнуков. Они жили, да? Град, один удар града и нет ничего. Налет сверху и нет, у тебя ничего, у тебя нет. Поэтому нужно будет очень ценить свою страну. Вы видите на экране экране 21 сентября. 21 сентября 2002 года это день провозглашенного дня отказа от насилия и прекращения огня в России. Так хорошо, что такой день есть. Но войн в мире не прекратился. Поэтому от каждой личности, от каждого человека зависит то, как мы будем жить. Поэтому вот борьба с изменением климата. Но опять, вот она звучит, да, борьба с изменением климата. Что значит изменение климата? Мы как его изменим? Мы можем прекратить цунами. Мы можем остановить, знаете, извержение вулкана. Мы можем остановить землетрясение. Ну, конечно, нет. Вот поэтому нужно понимать, что те мероприятия, которые проводятся, они пытаются сохранить вот этот двухкультный мир, очень крупный. Они пытаются всеми этими мероприятиями, люди как бы пытаются сказать друг другу: ну послушайте, ну давайте мы будем жить в мире, ну послушайте, ну давайте мы не будем доводить до войны. Это как бы тоже как крик помощи каждому. Давайте будем что-то хранить, то, что у нас есть. Вот и мы все должны подумать, что наша Беларусь действительно уникальная республика. Вы поймите, нас пытаются раскачать на протяжении всех этих лет после развала Союза. Во всех странах уже прошли революции. У нас, слава тебе, Господи, нет. Ну, они опять сюда. Потому что к молодежи, сразу обращаюсь к молодежи. Молодежь очень легко увести.
Все пытаются через молодежь. Вот вы скоро поступите, и начинаем через университет и всяко разное. Это надо просто понимать. Поэтому не надо думать, что на нас никто не нападает. Война идет информационная, она гораздо страшнее, ребята. Она убивает медленно, она охватывает твой разум. Тебя убивают изнутри, ты этого не замечаешь. Ты просто получаешь информацию. Ты взял свою молитву. Информационная война. Нахуя тогда армия? И ты там получаешь всякую разную информацию, да? И тебе вкрапления не дают. Нужную и ненужную. И уверяю вас, что не нужно, чем нужно. Вот и все, информационная война. Все так просто на самом деле. Но никто же не думает, что я сейчас участвую в войне, правильно? Когда ты сидишь в своем компьютере. Ты же не думаешь, что вот переписку читаешь, о, у этого такое мнение, у этого такое. А вы понимаете, что там сидят совсем не люди реальные, которые вот выражают свое мнение. Как ты, например. Там сидят люди, которые работают на ставке. На хорошей ставке. И они с тобой делятся якобы своим мнением. Для того, чтобы тебе проснулось желание поддержать. Все просто. Потому что есть специальные технологии. И эти технологии легко убивают человека. Понимаешь, вот когда толпа собирается на площади, скачет там, плавом обматывается и орет в восторге, кто наскачет той с баночкой энергетического напитка. Это уже не люди. Это толпа. Толпой, причем толпа управляемая. Поэтому очень нужно быть осторожным. В молодости тоже. Храните, ребята. Свой мозг храните. От того, чтобы туда не попадала ненужная информация. Отсеивайте и любите свою страну, любите свою маленькую чудесную Беларусь. Мирную такую страну.